Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Минфин намерен ввести налог на самозанятых граждан по всей территории России со второй половины 2019 года, а в тех регионах, где будет обеспечена техническая готовность, уже с начала 2019. Согласно концепции Минфина, ставка налога на самозанятых будет равна 3% от общего дохода, если услуги оказываются гражданам, и 6%, если компаниям. Для уплаты налога министерство намерено создать специальное приложение для смартфонов. Установив его, граждане смогут заниматься определенными видами деятельности, не регистрируясь в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, не представляя отчетности и не уплачивая никаких других налогов. Профицит бюджета по итогам года может превысить плановые 482 миллиарда рублей, то есть 0,5% ВВП, при сохранении текущей конъюнктуры на рынке нефти. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов на заседании профильного комитета Государственной Думы, где рассматривались поправки в проект бюджета. Они сверстаны, исходя из мартовского макропрогноза, еще до апрельского пакета американских санкций, и носят технический характер. Осенью предстоит еще одна переверстка бюджета. Тогда же, исходя из решений, которые правительство должно принять во исполнение майского указа президента, Минэкономразвития представит макропрогноз на следующее трехлетие. Об этом сказал министр экономического развития Максим Орешкин. Более половины россиян, 56%, за последний год воспользовались каким-либо кредитным продуктом. Выше показатель был только в докризисные 2012 и 2010 годы, следует из майского исследования холдинга «Рамир». По итогам прошлогоднего опроса займами пользовались 33% россиян. Кроме того, вернулось к докризисному уровню число россиян, которые выплачивают сразу несколько кредитов, 17%, 3% в прошлом году. Доля выплачивающих потребительский кредит составила 37%, против 22% в прошлом году. Деньги на неотложные нужды занимали 14% респондентов. В прошлом году таковых было 7%. Ипотечные кредиты брали за последний год 12%, в то время как в прошлом году 3%. А кредит на покупку автомобиля 11% против прошлогодних 4%. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в нее входят все крупные авиакомпании, кроме группы «Аэрофлот», предупредила о возможном росте цен на авиабилеты из-за роста стоимости авиакеросина. Текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсационного характера через введение дополнительного к тарифам топливного сбора, что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей, говорится в письме ассоциации. По сути, речь идет о возможном росте стоимости авиабилетов. Якутия входит в список регионов, в которых ожидается наибольший рост заработной платы в ближайшие 2 месяца. Об этом говорится в новом исследовании финансового университета при правительстве Российской Федерации. По итогам текущего года потенциал роста валового внутреннего продукта составляет от 2,5% и выше. При этом инфляция окажется на уровне 3,5–4%. Продолжится и рост реальных зарплат. По итогам 2018 года можно ожидать роста реальной заработной платы на 8–9%. В ближайшие месяцы наибольший рост зарплат мы увидим в Якутии, Амурской, Кемеровской и Новосибирских областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, говорится в исследовании. Перечень поручений по оптимизации консолидированного бюджета на 2018-2020 годы подпишут в Якутии. Об этом сказал в Рио главы Якутии Айсен Николаев. У нас мало времени, поэтому мы должны как можно быстрее внести свои предложения в программу. До конца лета правительство Российской Федерации все программы внесет и сформирует. Они будут утверждены и начнут реализовываться. Если не успеем до этого времени, то будем в конце. До окончания июня я организую совещание по этому вопросу, сказал Николаев. При этом он добавил, что необходимо пересмотреть стратегию социально-экономического развития Якутии до 2030 года с учетом общенациональной задачи новых индикаторов развития. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, расширяющее возможность погашения кредитов из средств маткапитала. Сроки возникновения долговых обязательств более не учитываются. Сейчас эти средства можно использовать на перекредитование ранее выданных кредитов под строительство и приобретение жилья, но только в том случае, если эти финансовые обязательства возникли до рождения второго ребенка и последующих детей. Однако это не очень удобно. Постановление дает право расходовать средства материнского капитала на перекредитование и до и после рождения второго ребенка и последующих детей, сообщил председатель российского правительства. Рост цен на бензин вызывает особое беспокойство у Центробанка Российской Федерации, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Хотя инфляция как общий уровень цен остается на низком уровне, 2,4% сейчас, но в структуре инфляции появились факторы, которые вызывают особое беспокойство. Я имею в виду прежде всего цены на бензин. В апреле он подорожал на 6,1% в годовом выражении, а в мае на 11,8%. Это может дать, по нашей оценке, дополнительный прирост и в общий уровень инфляции от 0,2 до 0,4% пункта, сказала Набиуллина.
Кроме того, по ее словам, рост цен на бензин будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий. Апрельские санкции Соединенных Штатов против России, последовавшие за ним резкое ослабление рубля, также начавшийся рост нефтяных цен, вынудили Минэкономразвития России второй раз с начала года пересмотреть макропрогноз на 2018 год. В результате министерство повысило прогноз по цене нефти и инфляции, а для валового внутреннего продукта установило диапазон роста от 1,6 до 2,1%, отказавшись от однозначной оценки. Та цифра, которая была у нас в мартовском прогнозе, 2,1%, находится на верхней границе диапазона. Здесь есть риски того, что рост окажется ниже. Они существенны, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, представляя прогноз на заседании Бюджетного комитета Государственной Думы. По итогам 2017 года рост ВВП также не дотянул до прогнозных 2,1% и составил 1,5%. Стоимость золота в понедельник вечером начала снижаться на фоне ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22 часа 32 минуты московского времени понедельника цена августового фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже COMEX снижалась на $2,8 или на 0,22% до $1296,5 за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшилась на 0,13% до $16,42 за тройскую унцию. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которая приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов. Внешэкономбанк планирует сократить до половины штата или около 900 человек. Также госкорпорация намерена почти полностью избавиться от парка служебных автомобилей. Таким образом, новое руководство Внешэкономбанка рассчитывает сократить издержки, чтобы улучшить финансовые результаты. О масштабном сокращении штата рассказали сотрудники госкорпорации. По их словам, численность персонала планируется снизить до 1000 человек. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических новостей на Якутия 24.